Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 24 февраля по 1 марта 2020 года для рыб. Будем прогноз делать на метафорической колоде. Первая карта – это основные события недели для рыб. Выпадает карта слишком большой зацикленности на чем-то прошлом. Карта говорит о том, что мы никак не можем сдвинуться с места, отойти от своего прошлого опыта. Мы вот повторяем и повторяем то, что мы уже привыкли делать, но это уже давно отжило. Тут уже у нас ничего нет из того, что может нас как-то радовать. Здесь на карте изображен такой вот простор. Здесь много воздуха, такой далекий горизонт, горы, да, а мы держимся за какое-то, вот здесь, за какие-то разрушенные строения, да, спим на каких-то камнях, какие-то перья птиц тут женщина нанизывает на нитку, да, для того, чтобы, видимо, сделать какую-то одежду из этого. То есть мы не пользуемся теми возможностями, которые у нас есть, не реализуем свои цели. И нам кажется, что у нас жизнь какая-то тяжелая, ограниченная. На самом деле мы просто сконцентрированы на том, что уже умеем, а нам нужно двигаться дальше. Может быть, нужно учиться, может быть, нужно переезжать, может быть, нужно находить там партнера себе, может быть, еще чему-то нужно учиться. Самое главное, что возможности-то есть. И вот именно на этой неделе вы можете выйти за рамки вот этого прошлого опыта. Может быть, конечно, внутренние какие-то страхи, какой-то тяжелый опыт прошлого мешает двигаться вперед. Есть страх, что опять может быть ошибка, да, что может что-то не получиться, но лучше ошибиться, исправить ошибку и двигаться дальше, чем оставаться все время в одном таком состоянии прошлого, да, то есть, по сути, вы не живете, вы как бы в прошлом застряли, у вас такое ощущение, что жизни нет. Она как бы остановилась. Давайте посмотрим отношения для рыб на эту неделю. Те, кто в паре. Ой, те, кто... Так, сейчас помешаю снова. Те, кто в поиске партнера. Карта говорит о том, что вы можете быть слишком... как бы воинственно настроены, да, может быть, у вас такие высокие критерии, такой отбор ваших партнеров, да, что ни один из партнеров не может этому соответствовать. У вас такие высокие, завышенные какие-то ожидания от человека, который должен к вам прийти, что просто нет таких в природе людей, да, и поэтому вы можете быть в одиночестве. Это с одной стороны. С другой стороны, это может быть как бы положительная карта. Может быть, вы ждете именно того человека, который вам подходит. Может быть, не соглашаетесь на тех, которые ну, как бы не дотягивают до вашего уровня или с которыми у вас не совпадают интересы, цели и так далее, там, мировоззрение. То есть, с одной стороны, если мы сами уже достаточно высоко поднялись, мы просто выбираем правильного человека, чтобы не оказаться с человеком лишним, да? А с другой стороны, если мы еще сами не выросли, то мы можем отказываться от каких-то предложений, да, от судьбы, просто потому, что нам кажется, что люди нам не соответствуют. То есть немножко такое высокомерие здесь может быть. То есть, ну, как бы здесь нужно уже просто делать выводы по ощущению, да, вот что именно за вариант у вас может здесь проигрываться. Но в любом случае карта говорит о том, что нужно прежде всего самим соответствовать тому партнеру идеальному, которого мы ждем. Так, теперь для тех, кто в паре. Карта говорит о том, что вы живете вместе с человеком, а такое ощущение, что вы как один, да, вы чувствуете одиночество. Может быть, вы не уделяете внимания тому, чтобы общаться по душам, да, говорить на какие-то общие темы. Может быть, у вас нет просто вот этих общих интересов, и их нужно создать. Либо, может быть, вы слишком сконцентрированы на себе, на собственной персоне и совершенно
не уделяете внимания своему партнеру, считаете его не таким важным, как вы сами, да, то есть вот здесь вот могут быть разного рода проблемы, но в любом случае здесь одиночество вдвоем. Нужно это решать. Карта все-таки связана с зеркалом, да. В отражении мы видим обычно то, что есть на самом деле. То есть нам кажется, что с нами партнер, ну, что у нас есть семья, у нас есть партнер, но на самом деле вот его нет. И это зависит либо от него самого, то есть, может быть, он себя так ведет, либо это зависит от нас. Может быть, мы его так воспринимаем и не строим отношения правильно, не создаем какую-то связь. Может быть, действительно нужны общие интересы, общие какие-то там, общее обучение, общее времяпровождение и так далее. То есть такое ощущение, что у вас каждый сам по себе. Из-за этого могут быть проблемы. Либо это может быть просто отлучка вашего партнера. Допустим, вы на какое-то время останетесь в одиночестве просто потому, что партнеру придется, допустим, уехать по делам, по работе, да, и он просто вернется в нужный там, в другой момент, да. А теперь посмотрим, что ждет тех рыб, которые в ссоре. Карта говорит о том, что вы слишком расстроены, вы чувствуете привязанность к партнеру и обесценили себя. Вы думаете, что только с этим партнером у вас может быть осуществление там, мечты, да, вашей, что именно он тот человек, который вам нужен, но на самом деле это воздушные замки, да, то есть воздушные замки, они не соответствуют реальности. И здесь вот карта говорит о том, что нужно как-то взять себя в руки и подумать реально. То есть действительно этот вам человек так нужен, да, либо это просто ваше прошлое, которое вам страшно потерять, потому что вы не знаете, что будущее вам готовит. Давайте посмотрим работу для рыб, для тех, кто в поиске работы. Карта говорит о том, что нужно слушать себя, свое сердце, свою интуицию. Ни в коем случае не соглашаться на те варианты, которые не подходят вам. Вот вы чувствуете, что это не ваше, да, что это как-то заставит вас предать себя, свою сущность, да, свои таланты, способности, опыт и так далее. Для тех, кто работает, карта говорит о том, что будет очень много успешных проектов, дел, клиентов. В общем, вы будете очень довольны тем, что на этой неделе происходит. И, скорее всего, у вас будет либо какое-то повышение на этой неделе, либо для вас открываются какие-то новые возможности, простор, да, может быть, связанный с обучением, может быть, больше у вас как бы клиентская база становится, люди становятся, может быть, постоянными вашими клиентами, просто потому, что вы делаете свое дело с душой. В общем, все, что вы делаете с радостью, с любовью, оно все обязательно приносит дивиденды, да, на этой неделе. Для тех, у кого свое дело. Карта говорит о том, что вы замкнулись, вы в привычном круге действуете, вы не стараетесь что-то поменять в последнее время, да, вот на этой неделе может представиться возможность выйти из этого ограниченного пространства. Это может быть и территориально, да, допустим, у вас могут появиться новые какие-то заказы или партнеры, там, в пределах других городов, либо в пределах, может быть, даже страны, да, то есть здесь действительно вы можете выйти на новый уровень совершенно, но только от вас зависит, сделаете вы это или нет, то есть возможности есть на этой неделе, но вам нужно приложить будет достаточно усилий. Всегда трудно выйти из состояния привычного. Опять же, у нас вот эта первая карта проигрывается, да. То есть нужно обязательно менять что-то в ведении ваших дел, нужно выходить на новый уровень, обновлять всю ситуацию, связанную с деятельностью. То есть вы, по сути, может быть, это, кстати, ограничение по жизни, по судьбе, по обстоятельствам, но оно перестает действовать. Может быть, допустим, у вас были какие-то там, ну, допустим, по документам, по суду или еще какие-то ограничения, да, либо, может быть, там какие-то законы действовали территориальные, что вы не могли работать, допустим, в другом регионе. Вот сейчас появляются возможности такие выходить на новый уровень. И, конечно же, этим нужно воспользоваться. Финансы для тех, кто работает.
Карта говорит о том, что вот если вы начнете все-таки что-то новое, у вас есть возможность поменять все в ваших финансах. Либо оставаясь на старом месте деятельности, вы можете добавить как бы еще доход от хобби, допустим, от того, чем вы любите заниматься. То есть вполне возможно, это может стать вашим как бы основным доходом со временем. Ну, по зарплате, если говорить, то, скорее всего, это еще не та неделя, когда вы ее получите. Ну, либо в конце недели, либо, может быть, уже вот на следующей. Для тех, кто зарабатывает своим делом. Но здесь, конечно же, будет все замечательно. У вас уже налаженный процесс, да, и вы зарабатываете, по сути, не прикладывая усилий. И все, что вы делаете, да, вот оно приносит свои результаты. То есть здесь вот можно как бы расслабиться, довериться судьбе, да, то есть у вас постоянный какой-то доход, и вы, в принципе, довольны, да, может быть, это одна из тех причин, что вы не выходите на новый уровень. Но карта говорит о том, что нужно двигаться, нужно продвигаться, да, то есть еще одно значение этой карты, нужно, чтобы доходы ваши росли все-таки, да, то есть здесь у нас карта вот показывает крылатого коня. Крылатый конь – это значит нет ограничений, есть полная свобода в самовыражении. То есть нужно этим пользоваться. То, о чем вы мечтали всегда, допустим, там в детстве, да, или когда-то в прошлом, оно вот может начать сейчас реализовываться. Давайте посмотрим совет для рыб на эту неделю. Карта говорит о том, что вы действительно можете на этой неделе взлететь. В самом прямом смысле. Это может и в паре произойти, то есть обновление чувств, улучшение отношений, может быть возобновление отношений, да, и также карта говорит о том, что вы можете встретить партнера очень вам подходящего. Если говорить о работе, да, деятельности, у вас есть помощники, которые вас поддержат в нужный момент. И, в принципе, карта говорит о том, чтобы мы пользовались своими крыльями, чтобы мы достигали каких-то успехов, не ограничивали себя в проявлении своих талантов и способностей. То есть именно на этом акцент будет на неделе. Нужно уходить от этого старого состояния, да, когда мы как бы считаем, что мы не можем себе ничего позволить. То есть здесь в начале недели у нас карта такой старой женщины, да, а здесь карта уже молодых людей. То есть мы можем свою жизнь обновить полностью, если захотим. Друзья, желаю замечательной недели, столько много возможностей здесь открывается для вас. Всего вам доброго, до новых встреч!